Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. В республике отметили День гражданского согласия и единения. Собравшиеся вспоминали роль Ахмата Хаджи Кадырова в становлении мира в регионе. После реконструкции открылся участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ», ведущий к столице республики. На торжественной церемонии присутствовал и глава региона. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. На этот раз помощь получили жители региона, которым требуется медицинская помощь за пределами республики. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. От ансарих волстагу хаттер дел илшни алейхи салату вассалам хаттер и хаттер худар хон элчат хан куанах чон дук биезнах дела оснах ешюл амал ешват и цел лорах вюч ват и ал хаттер дир дел илшно цу хаттерин жоп делир и дел дол жоп дел илшно дел дол жоп дел илчен асхаб шдюц шаш бусул динья дахкара угур халхар кабар шейн صوت عشالله باش بالقاء دل يلشنا عليه الصلاة والسلام تمتع دل دول جواب در الله خاطر هدين تعقونا خو تناخدق بيشوي دلع أتناخ يشل عمل قوتش شواتي الخاطر ديش دل يلشنا إلر إقوانا خيروهن شين دق بيشار تان إلر بوه دل يلشنا إباه كود إقوانا خيروهن دل يلشن تيوخع وزي سيلا والجدالة دل يلشن يوخع خلر لويلوين. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. В Грозном отметили День гражданского согласия и единения. Торжественное заседание прошло в парламенте региона. В ходе мероприятия отметили заслуги первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В праздновании принял участие глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. День гражданского согласия и единения в стенах парламента открывает выставка. Здесь представлены предметы быта и культуры разных народов. Многие экспонаты уникальные. На торжественное собрание прибыл глава региона Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Поприветствовал собравшихся председатель парламента Чеченской республики Шайх Джамалдаев. Он подчеркнул, что благодаря первому президенту Чеченской республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, в республике наладилась мирная жизнь и укрепилось единство народов России. Рамзан Ахмадович, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех присутствующих жителей нашей республики от имени депутатского корпуса, от себя лично с этим знаменательным праздником. Поверьте, достаточно необходимый акцент был сделан на этом празднике, и он сыграл свою серьезную политическую роль. В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров заявил, что благодаря пути Ахмата Хаджи Кадырова республика не только спаслась от гибели, но и стала процветающим регионом. Он также отметил положительные показатели в демографии и экономике. разные национальные сферы, да, массу ночи матхаш буд, ночи макаш дех, школар баки биш буд, сунтан, массу дех алвала таган ледеш дянс, таган нимани тайове, та кезиг нимани валхит, сон более расширен, дазда диз аллахит, сон مثلا يعني دوزит диз аллахит, дальше. Вей бух основа 99-го года, в конце таган 2025 год качался амадаш, более полный фундамент заложить, но если строить еще республику, мы не только восстановили республику, заново строим новые города, новые районы, и это благодаря единству и согласию нашего народа.
Директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдуллаев в своем выступлении рассказал, что ислам учит любить свою родину и стремиться к ее развитию и процветанию. يحال ديتشا قاتشو دقنشن سنتيم خليتها أول شغلة دايم وخبوير يبيزر فرزدو يبيزر دزيدو يبدايم وخكح داخش دوي أما بقول ألشا يدايم وخبوين شو عباخش. Епископ Грозненский и Сунжинский Амвросий отметил важность этого дня для всех народов региона. Он подчеркнул, что благодаря политике Ахмата Хаджи Кадырова в регионе созданы все условия для свободного вероисповедания. И когда ты общаешься с туристами, спрашиваешь у них: вы приехали в республику, а там, откуда вы приехали, неужели нету там садов, парков, красивых зданий, храмов и мечетей? Что вас сюда привлекло? И большинство из них говорят, что Чеченская республика имеет очень высокую духовную составляющую, высокая нравственность, благонравие, благочестие, доброта, порядочность, скромность. Именно эти качества отделяют нашу республику от других туристических мест и других субъектов. Особые слова признательности прозвучали от старейшины палестинской общины в Чеченской Республике Аль-Хага Насефа. Он выразил благодарность за внимание и помощь палестинским беженцам, нашедшим приют в республике, а также за поддержку пострадавших братьев и сестер в секторе Газа. Рамзан Ахмедович, наши братья, помогают всегда. Наши здесь, палестинские, которые живут в Чеченской Республике. И не только здесь. И наши братья и сестры, которые живут в секторе Газа, которые они не смогли выехать из разных причин. Совсем недавно, наверное, все в курсе, благодаря нашим братьям Рамзан Ахмедович, более миллиона палестинских получили огромную гуманитарную помощь в секторе Газа. Спасибо большое, Рамзан Ахмедович Кадыров, народ Чеченской Республики. День гражданского согласия и единения – важный государственный праздник. Он символизирует единство и взаимопонимание всех народов, живущих в республике. Хава Ахмадова, Саидамин Ибрагимов, Артур Хациев. Неделя. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров принял участие в торжественном открытии обновленной дороги федеральной трассы Р-217 «Кавказ», ведущей к столице республики. Новая четырехполосная дорога значительно повысит транспортную доступность и безопасность движения. Подробнее в сюжете Висхана Закриева. Южный въезд в Грозный преобразился. Ключевой участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» полностью обновлен. Здесь завершился масштабный ремонт, который кардинально изменил организацию движения на этом направлении. Старая дорога была двухполосной и не обеспечивала необходимой пропускной способности для транспорта. Однако после капитального ремонта трасса стала четырехполосной. Торжественное открытие дороги проходит с участием главы республики Рамзана Хаджи Кадырова. Общая протяженность трассы составляет более 8 километров. Также здесь обустроены тротуары с обеих сторон, установлены светофорные объекты, автобусные павильоны и опоры наружного оснащения. Сегодня мы собрались на открытии дороги после капитального ремонта южного подъезда от автодороги Р-217 к городу Грозный протяженностью 8,2 километра. После проделанной работы из двух полос дорога переведена в 4 полосы. Тем самым обеспечила пропускную способность транспортных средств. На объекте также установлены тротуары с обеих сторон, автопавильоны, светофорные объекты, опоры наружного освещения. Ремонт данного участка дороги обеспечит безопасность и удобство жителям республики, а также станет важным шагом в развитии экономики, туризма и повышении качества жизни в целом. С вводом в эксплуатацию объекта собравшихся поздравил Рамзан Хаджи Кадыров. Он подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов для социально-экономического роста региона и повышения качества жизни людей. Сегодня мы открываем очередной объект в рамках города Грозного и района нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина. Он очень подчеркивает, что в республике уже
800 тысяч тонн хошер асфальт вабин, более 200 километров раз мало, в республике Диасия вачи от Холчпац, Таганарня, главный лармигадош, выезд из Грозного направляется в курорты на культурные туристические объекты. Суммаса на Баркалдере схлала, а далее Чокасан Изан руководство занимается бандош, а взаимодействие наладить бандош, война любовайтна, а не его шалах лишь войн балуш боч, программе боч, не программе ниш, мэр города Грозного фонда Ачалуш и сниж поэтому войн. Сюда вы дадите, шавигит, сатир аравал, вы год район будет достойно чекдах, где чтобы мы сарадали объекты, дерез хумасанан. Вместо традиционной красной ленты глава региона перевернул дорожный знак. Надпись «Проезд закрыт» сменилась на «Проезд открыт». Обновленная трасса стала мощной транспортной артерией не только города, но и всей республики, которая обеспечивает удобную связь между Грозным и горными районами. В рамках капитального ремонта было уложено 3 слоя асфальта, расширена проезжая часть, обустроена ливневая канализация и установлены более 200 опор освещения. Весхан Закриев, Имам Юсупов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона вместе с супругой Медни Кадырова посетил стройплощадку нового района имени Владимира Путина. Сопровождал их мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Первая линия домов уже почти завершена. Выполняются отделочные работы и благоустройство территории. Подробности далее в сюжете. Масштаб стройки поражает воображение. Скоро состоится открытие первой линии нового района имени Владимира Путина. Оценить ход выполняемых работ прибыл глава региона вместе с супругой Медни Кадыровой. Градоначальник Хасмагомед Кадыров доложил о текущем состоянии объекта. Медни Кадырова сравнивает будущий район с Дубаем, отмечая красоту и современность архитектуры. Пока все ехали в Дубай, чеченцы себе построили Дубай. Сейчас рабочие заняты облицовкой домов, облагораживанием территории и укладкой асфальта. Более 90% квартир на первой линии уже реализовано, а свободных коммерческих помещений и вовсе не осталось. Бизнес занимается первой линией, есть ремонт, за 75% верхнего Корпус более 70%. А отдельно первая линия, халя чахука 95%. Первая линия. Коммерция 100%. Это потом полный Квартир твоя? Уж полный да, 100%, тоже 95%. До 3-4 линия общий объем халя за 70%. Коммерция знак уже хотя бы ремонт Рамзан Хаджи Кадыров выразил благодарность всем, кто задействован в реализации этого масштабного и амбициозного проекта. Ислам Иршов, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Также глава региона проинспектировал строящийся цементный завод в селе Чириюр Шалинского района. Его сопровождал первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. Они подробно ознакомились с ходом выполняемых работ. Объект будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года. Подробности далее в сюжете. Новый цементный завод совсем скоро откроется в селе Чириюрт. Это масштабный проект, для реализации которого было привлечено множество инвесторов. Стоимость проекта составляет более 20 миллиардов рублей. Строительную площадку проинспектировал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров вместе с первым заместителем председателя правительства, министром автомобильных дорог Исойтум Хаджиевым. Монтажный площадь где-то в середине марта был договор.
завода инвестор. Я школу, у нас у Мохта, я школу был баган больше. Что инвестор, передел было. Более 20 миллиардов. Ладно, вот я школу. Проект Цусона, в России почему-то условия санкций, я первый пилот такой. Он говорит, вы позьем там больше, Криш, регион Шаберши, Вега, проект Ауса, и под замещением. К реализации проекта привлечены местные специалисты и высокопрофильные эксперты из Республики Беларусь. Работы подходят к финальной стадии, отмечает гендиректор Чеченцемента Абдулхамид Байбатыров. Цех по Молою уже есть, это уже последний финишной стадии. И клинкер волна, и клинкер чует всего. Организационно строительно из-за интхабат метр лета уже фундамент покалил чего. Чучуха химия хала мокрый способ лошадя. Хисан баша бахла имеется химические реакции сейчас он делает. Очень сложная конструкция делает. Инженерная мысль. Печка смешать. Печка смешать. Димдия хою. Печка довольно сбая. Завод будет оснащен самым современным оборудованием и сможет работать по международным стандартам. К концу текущего года все работы будут завершены. 70% готовных завода строительным Белаша, к концу этого года строительный Белаша, монтажный Белаша. Где-то монтажный, где-то в середине марта по завод уже бахветном суд электрончик шеца пусконаладочно белша саншим. Открытие предприятия станет важным шагом в развитии промышленного комплекса Чеченской Республики. Завод создаст сотни рабочих мест, обеспечит регион качественной продукцией и внесет значительный вклад в развитие строительной отрасли. Ислам Ершов, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В мэрии города Аргун родственникам бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции, передали медали Героя Чеченской Республики «Конах». Указ о награждении военнослужащих посмертно подписал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. В честь павших в бою также установили памятные доски. Подробнее в сюжете Висхана Закриева. Честь, отвага и мужество. Этими качествами отличались бойцы, погибшие в ходе специальной военной операции. Почтить их память собрались сотрудники мэрии Аргуна и родственники военнослужащих. Родным погибших участников СВО вручили медали Героя Чеченской Республики «Конах». Кади города Аргун Юнус Даскаев отметил, что роль бойцов в служении Родине неоценима, и каждый из них является героем страны. İşdurağına diyenal dorşah yorşa xilana ve qomat ediyen dorşlu çumana halq da'it halqa da'it шесинаш дагуш дакырган куш. Родные бойцов выразили слова благодарности руководству республики и лично главе региона за постоянную помощь и внимание к семьям героев. Почводел саганара дер изе дерел саганда вашкайча рейсила сумпачана аргунер администрация больше белвашна далюалером больше. После награждения сотрудники мэрии Аргуна установили памятные доски на стенах домов, в которых проживали бойцы.
Каждый из погибших бойцов немногое успел, но смог совершить один из главных поступков – встать на защиту Родины. Имена погибших героев останутся не только в семейной памяти, но и станут общим достоянием и историей. Весхан Закриев, Имам Юсупов, «Неделя». В городе Урус-Мартан состоялся сход старейшин, приуроченный к священному месяцу Рабиуль-Аваль. Они собрались, чтобы почтить память пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Собравшиеся прочитали мавлид и совершили религиозный обряд зикр. Своим примером старейшины показали важность духовных ценностей для молодого поколения. В завершении они вознесли дуа, прося Всевышнего о прощении и милости для всех мусульман. مولديش يهون يشر ربيع الأول بوتر بهاي صلى الله عليه وسلم شوبي أنا وشبوت برهر آخر بوتا فخن لا رمبش تغنا ويت يحتكش بال كيجي كان وقيترن قيرن بيش بال بخسأ تغنا يهم وليد يشوي دا دوزيش دلسم دير يشحسش ومولديش ذكر ذات يهم دعوج ويدعوج سخج ويت يحقش بكيجي كان حق يسر مداسس سحور مداسس. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выделил средства на лечение 12 жителей региона. Благотворительная акция оказана семьям, которым требуется медицинская помощь за пределами республики. Среди них пациенты с редкими заболеваниями кроветворной системы и дети, нуждающиеся в высокотехнологичных операциях. So tan pensi te ashir de res khul aymani hashun wes qalan da sha hakan tan ramzani na de res khul dal meli az dolshun ots Allah tsayol dal shat shesh rilsh miskshner shesh hasfil dod shay duezli hastil shwizen del dal ramzan mash tkhun lil wal huna wes qalan dal sha sho da tsayish yat rilsh miskshner dagi haus dokhshu. Продолжается реконструкция Старопромысловского шоссе. Оно расширяется до 6 полос. Сейчас рабочие заняты благоустройством территории, заменой подземных коммуникаций, установкой бордюров и многим другим. Подробности в сюжете Лианы Хаджиевой. В Грозном активными темпами продолжается реконструкция Старопромысловского шоссе. В настоящее время городские службы приступили к масштабному озеленению территории. В рамках проекта здесь планируется высадить около 1000 деревьев и более 12 тысяч кустарников, подготовить и уложить газон. Для регулярного ухода за растениями предусмотрена система автополива. На участке протяженностью 1,5 километра ведется укладка асфальта. Задействована современная спецтехника. По завершению всех работ количество полос движения увеличится до 6. Кроме того, в рамках реконструкции проводится замена подземных коммуникаций. Параллельно рабочие устанавливают бордюры и тротуарные плиты. Если сеть шоки ошло, 5 октября каче дал, ладой дошло, массоне поднимал, майор шо, балхоз добьет фут, дал 5 октября каче давай допло. Обновленное Старопромысловское шоссе станет более удобным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов. Завершить реконструкцию планируют к 5 октября. Лиана Хаджиева, Сайт Эмин Ибрагимов, «Неделя». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передал школьникам Курчалоевского района современные интерактивные панели и доски, а также все необходимое оборудование для кабинетов технологий и труда. Кроме того, образовательные учреждения получили несколько десятков ноутбуков. Сегодня мы собрались в Курчалоевском районе. У нас сегодня радостное событие от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Далгазу Атхобу. Получили интерактивные панели, интерактивные доски, также все необходимое для кабинетов технологии и труда, а также компьютеры и несколько десятков ноутбуков. Хотели бы выразить словами благодарности в адрес Аймани Нисейны Кадыровой за вот этот великолепный подарок, предоставленный детям Курчалоевского района.
В Чеченский государственный педагогический университет поступил 78-летний Абубакар Лайдан, получив статус самого пожилого студента в СКФО. Свое рвение к учебе объясняет тем, что хочет популяризировать родной язык среди молодежи, занимаясь его преподаванием. Из университета Лиана Хаджиева. Папаха мюридский костюм – необычный образ для студента первого курса. Даже не это стало причиной пристального внимания к Абубакару Лайдану. Несмотря на свой немолодой возраст, Абубакар Лайдан поступил в Чеченский государственный педагогический университет, тем самым став самым пожилым студентом в Северо-Кавказском федеральном округе. Как он утверждает, его мечта – обучать молодежь родному языку. Arzahar inisle ağıl özgül Müslüman iştilatın boş ve ummat bu yüzden khir boş ve teatya ağdela idaleş dikler al iş dokoyla hızlı sözleşer yana. Его стремление к знаниям не знает границ. Самостоятельно он освоил арабский и английский языки, увлекается чеченской литературой и изучает религию. كانت إحداث الخصوص دائما البيشتر ودشكة صون خزاهية سمؤادلة جملة جرجلة وقل ضاية سوق الله علم عمودية علم سوى داخل. Долгое время желание вновь сесть за студенческую парту оставалось для Абубакара лишь несбыточной мечтой. Переломным моментом стала встреча с ректором Чеченского государственного педагогического университета Исмаилом Байхановым. Он посоветовал готовиться к вступительным экзаменам. И спустя год упорной работы Абубакар поступил в вуз и сегодня учится на первом курсе. На равных со всеми нормально, шиндик, с интересом, что молодой Саксан Чехвели. Урок чехячи сакамел хала Абубакар. Абубакар настрой цун ойла цун ламаш цун дезерк жимсек ойлу цун плане элм амда элм хар. Появление Абубакара в университете вдохновляет студентов и преподавателей. По их словам, он пример того, что учиться никогда не поздно. مصاريل جماعو خزاعو قيتشو اتسابينا يشاتر دوق болчарк хаж шат ависна бош сорк шо трит шогалчи даш салила школ чо внимательно ответственный шеца пунктуально халил шлик декладуш амоц бала больш примерю итрон. Учеба в ЧГПУ для Абубакара – это продолжение большого пути. После школы, которую он окончил с отличием, он получил педагогическое образование в Ростове-на-Дону и в Москве. Преподавал в школе, а теперь вернулся к своей главной мечте – учить родному языку. İşte halımıştı tamamen İngilizmatlar ama bazı şolta içi dalyali maskalıyorsun İngilizmat eti amel bir delah bitson на острове битмалы. Впереди Абубакара ждут 5 лет учебы, и, как он сам говорит, это время станет для него шагом к новой цели – передавать любовь к чеченскому языку подрастающему поколению. Лиана Хаджиева, Юсуп Ижиев, Сайдамин Ибрагимов. Неделя. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.